Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. Для начала озвучим актуальный курс валют. Доллар США сегодня остановился на отметке 71 рубль 49 копеек за единицу. Стоимость евро 82 рубля 81 копейка. Покупают сегодня доллар по лучшей цене Солидбанк за 71 рубль 6 копеек. Продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 71,52. Лучший курс покупки европейской валюты сегодня в Совкомбанке за 82,15, а продажи в Азиатско-Тихоокеанском банке за 82,65. Перейдем к другим темам. На территории республики за прошедшие сутки зафиксировали 291 случай коронавируса. Так, 143 заболевших обнаружили в Якутске, 18 в Мирнинском районе, 15 в Нерюнгринском, 11 в Хангаласском, 8 в Булунском, 6 в Намском. По 14 заболевших инфекцией зарегистрировали в Ленском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах, по 10 в Алданском и Аймиконском, по 5 в Нюрбинском и Усть-Майском районах, по 4 в Нижнеколымском и Среднеколымском, по 3 в Кобяйском и Усть-Янском районах, по 2 в Алайховском и Горном. За сутки лаборатории республики провели 2373 исследования. В России завершаются испытания детской вакцины от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что растет заболеваемость коронавирусом среди детей. Поэтому очень важно сегодня защитить их от болезни. Детская форма вакцины появится уже в ближайшее время. Ее создали на базе взрослого препарата. Просто уменьшили дозу вирусов, которые содержатся в вакцине. Взрослая вакцина в то же время уже доказала свою эффективность. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%. Подавляющее же большинство пациентов в стационарах – это непривитые. Новый сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде могут получить россияне с сегодняшнего дня. В нем содержится подробная информация о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний, данные о перенесенном ковиде. Там же есть место для QR-кода. Документ доступен на русском и английском, а также в электронном и бумажном виде. Сертификат формируется автоматически в виде электронного документа не позднее, чем через 3 дня после прививки. При этом сведения после введения первого компонента отображаются в записи о вакцинации на госуслугах. Если сертификат получили ранее, то переоформят его автоматически до 1 марта следующего года. В бумажном виде документ можно получить в МФЦ. Фитнес-залы Якутска возобновляют работу с сегодняшнего дня. Вход по системе QR-кодов остается. По ним запускают фитнес-клубы и тренажерные залы, бассейны, спортивные залы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, спортивно-досуговые организации и центры тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Номер телефона горячей линии по коронавирусу изменен на 122. Ранее жители республики получали консультацию, позвонив по номеру 8 800 114 03. Теперь жителю Якутии доступны следующие функции горячей линии: соединение с колл-центром Якутской городской больницы номер 3, с операторами по вопросам социальной защиты населения, по вопросам волонтерской помощи или психологической поддержки, а также соединение с колл-центром по вопросам здравоохранения, в том числе по вопросам, связанным с COVID-19. Министерство здравоохранения республики просит быть внимательными при наборе номеров 122 и 112. Номер 112 остается единым номером для вызова скорой медицинской помощи и других экстренных служб. 5 российских регионов продлили режим нерабочих дней. В целом по стране уровень заболеваемости COVID-19 стабилизировался. Но в то же время несколько регионов решили продлить режим, о чем сообщили в администрациях Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областей. Такое решение было принято из-за роста числа заболевших и достаточно сложной эпидемиологической обстановки.
Действие школьных транспортных карт возобновили для всех обучающихся в столице республики. Также это касается учеников пригородных общеобразовательных учреждений городского округа, проживающих в этих районах, но не по закрепленным территориям. Кроме того, транспортными картами могут воспользоваться обучающиеся из числа малообеспеченных семей. К другим темам. В московском метро пустят Дальневосточный экспресс. По традиции, старт Дням регионов Дальнего Востока даст торжественный запуск брендированного поезда. Он начнет курсировать по Арбатско-Покровской линии. В каждом вагоне будет представлено по 2 региона. Более 2 миллионов пассажиров быстро и с комфортом прокатятся по 11 регионам. От океанических островов и величественных гор через самое древнее озеро мира. Заповедные леса, тайгу и тундру до белоснежных арктических пустынь. Главной фишкой Дальневосточного экспресса образца этого года станет вагон-ресторан. Там будут представлены рецепты уникальной дальневосточной кухни. Рентген до сих пор остается самым распространенным, быстрым и доступным средством диагностики в мире. С течением времени радиология совершила большой скачок в своем развитии. Появились новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии. О том, как устроена работа рентгенолога и почему мы говорим о ней именно сегодня, расскажет наша коллега Надежда Саханская. Она находится с нами на прямой связи. Надежда, приветствую, передаю тебе слово. Приветствую, Кристина. Ну, вообще, скажу так, что 8 ноября отмечается не один, а сразу 2 праздника. Это и Международный день радиологии, и День рентгенолога. И, между прочим, эти 2 праздника очень тесно связаны друг с другом между собой. Оба праздника также связаны с важной датой из истории. Дело в том, что именно 8 ноября в 1895 году немецкий физик, которого звали Вильгельм Конрад Рентген, он открыл то самое рентгеновское излучение. Для медицины это открытие обернулось не просто появлением новой дисциплины, а стало настоящим прорывом в области диагностики целого комплекса заболеваний и травм. Впоследствии, кстати, это и стало отдельным методом терапии. Эта медицинская дисциплина получила название радиология. Ну а более подробно о медицине и в частности о радиологии мы поговорим с Юлией Никифоровой, заведующей отделением лучевой диагностики. Юлия Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что медицинский сотрудник может увидеть такого на рентгеновских снимках, чего не видит простой человек? Но рентгеновское излучение, оно, как говорится, было именно сделано для того, чтобы мы увидели внутренние органы пациента, да, то, что мы раньше не видели никогда. То есть мы можем увидеть кости, мы можем увидеть органы брюшной полости, легкие, головной мозг. И это нам дает, как говорится, не только познание о том, что там какие-то заболевания есть, да, но и о том, как эта структура вообще состоит. Смотрите, ну, если есть подозрение на перелом, то сразу мы обращаемся к рентгенологу. Если есть подозрение на ковид, то в последнее время делают КТ. А чем принципиально отличаются эти методы диагностики друг от друга? То и другое исследование, оно основано на рентгенизлучении, но здесь рентген, если это общая рентгенология, да, то есть здесь рентген – это плоскостное изображение. То есть мы можем видеть орган только, допустим, только костную структуру и видеть только в прямой и боковой проекции. Но там идет наложение еще всех структур других органов, да. А КТ – это компьютерная томография, оно тоже основано на рентгенизлучении, но трубка, она вращается вокруг больного, и поэтому, значит, делается очень много снимков, и потом это уже на компьютером изображения уже они как бы формируются, и мы уже потом смотрим на компьютере, что происходит в организме. Юлия Семеновна, вот мы с вами говорим о компьютерах. Век технологий тоже не дает покоя простым специалистам. Как вам кажется, однажды искусственный интеллект сможет заменить рентгенолога или все-таки он больше будет использоваться в качестве помощника? Но, скорее всего, будет в качестве помощника, потому что все равно человеческий глаз, мне кажется, ничем не заменишь. Потому что вот когда началась эпидемия, нам поставили искусственный интеллект по
именно чтобы нам помочь в распознавании вот этих матовых стекол, да. Но все-таки нежные матовые стекла искусственный интеллект он не видит. А человеческий глаз больше распознает. Поэтому у нас были здесь как бы и процент и другой был, что мы ставили или что искусственный интеллект. Поэтому искусственный интеллект только может помогать нам, но полностью не заменит. Давайте тогда более подробно для наших зрителей, что же такое эти матовые стекла? Матовые стекла, они формируются, как говорится, это получается как бы... Вид изображения? Да, вид изображения. Это значит уплотнение в легких, и оно видно вот как вот матовое стекло такое. Физиологию я, наверное, не буду углубляться. Да, конечно. Скажите, а что самое приятное в вашей профессии? В какой момент вы понимаете, что все-таки не зря учились в высшем учебном заведении? Когда ставишь точный диагноз, и когда это помогает пациенту, когда пациент потом выздоравливает, конечно, и ты об этом узнаешь, это вот, наверное, самое радостное в твоей профессии, что, как говорится, мы не зря работаем, не зря делаем диагностику, и, как говорится, это, наверное... Тот самый главный определяющий фактор. Да. Благодарю вас, Юлия Семеновна. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Учитывая многочисленные приметы, связанные с медициной и медработниками, пожелаю вам высокого профессионализма. А еще я хотела, пользуясь случаем, тоже поздравить своих коллег, врачей-рентгенологов, рентген-лаборантов с нашим профессиональным праздником, Днем рентгенолога. Желаю всем здоровья и успехов в своей профессии и счастья. Спасибо. А я отмечу, что профессия рентгенолога, она, как было в той песне, служба и опасна, и трудна, потому что такая должность достаточно вредна и опасна, так как связана с высоким риском для здоровья из-за возможности облучения, разумеется. Но, тем не менее, именно результаты рентгенологического исследования дают самый точный результат и ложатся в основу диагноза врача-специалиста. На этом у меня пока все. Дополнительно о профессии рентгенолога мы расскажем сегодня в вечернем выпуске. Коллеги, передаю слово вам. Надя, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Надежда Саханская. Мы продолжаем. В 3 районах Якутии по гранту главы региона 100 жителей обучат рабочим профессиям. Центр опережающей профессиональной подготовки организует его в 2022 году. Впервые проект передвижного учебно-строительного комбината стартовал в этом году. Он ориентирован на обучение местного населения в муниципальных районах рабочим профессиям. В отличие от других образовательных учреждений, для обучения не нужно никуда выезжать. Во время практики и экзаменов в район приезжает автобус с необходимым оборудованием и материалами, а также преподаватели и мастера производственного обучения. Перепись населения на сайте госуслуг продлена до 14 ноября. Жители Якутии, как и все россияне, получили дополнительную неделю. С предложением продлить сроки самостоятельного заполнения анкеты выступили представители Росстата. Онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Предварительные итоги переписи появятся в апреле следующего года, а окончательные данные будут опубликованы в 4-м квартале 2022. В преддверии Дня памяти сотрудников органов внутренних дел состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу павшим за справедливость. С ветеранами и с семьями погибших при исполнении служебного долга встретился министр внутренних дел по республике Владимир Прокопенко. За всю историю существования органов внутренних дел в республике на боевом посту погибли 178 стражей правопорядка. Под патронажем находится более 50 семей сотрудников. Помимо почитания и воздаяния памяти и чести, сотрудники МВД на постоянной основе оказывают посильную помощь родным погибших сотрудников. Наши коллеги, которых мы знаем, со всех служб, и с уголовного розыска, и с ППС, и с ГИБДД, это независимо от службы. Человек в форме. Раньше мы были милиция, сейчас сотрудники полиции. Они не задумывались.
решительный момент делают этот шаг, по которому нам, к сожалению, теперь приходится каждый год отдать им дань памяти и уважения, то, что мы их помним всегда. Есть люди, которые находятся на инвалидности, вот инсульты перенесли, оказываем медицинскую помощь, материальную помощь, договариваемся с медицинскими учреждениями, чтобы их осмотрели врачи, поместили их там внепланово. И ребята, помимо членских взносов, еще собираем, когда срочно нужно, даем клич в группе Союза ветеранов уголовно-розыска, и ребята скидываются, кто сколько может. Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области из-за метели. Спасатели сообщили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня. На территории области с ночи наблюдается метель и сильный ветер. В региональный Минтранс направлены рекомендации с просьбой усилить контроль за состоянием автодорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности. Самовосстанавливающуюся защитную пленку представили на выставке China International Import Expo в Шанхае. Подробности далее. Американская компания «Квад» представила термоизоляционное покрытие и самовосстанавливающуюся защитную пленку, изменяющую цвет машины на выставке China International Import Expo в Шанхае. Защитная пленка используется для быстрой покраски автомобиля, однако это не единственная ее функция. Покрытие обладает способностью к самовосстановлению. Наш продукт – это самовосстанавливающаяся пленка. Как следует из названия, она может самостоятельно устранять некоторые мелкие царапины. Одной из отличительных черт нашего продукта является импортное нанопокрытие, позволяющее восстанавливать мелкие вмятины и царапины после нагрева. Защитное покрытие может убрать небольшие вмятины и царапины от вылетевших из-под колес камней. Для активации восстанавливающих свойств изделия необходимо воздействие прямых солнечных лучей или прогрев феном. Также компания представила термоизоляционную пленку для стекол автомобиля. Покрытие позволит снизить внутреннюю температуру машины на 5-10 градусов. Мы также представили новую теплоизоляционную пленку, которая может обеспечить 95% эффективность теплоизоляции. При испытании в одинаковых условиях разница внутренней температуры между покрытым пленкой автомобилем и машиной без покрытия составила от 5 до 10 градусов. China International Import Expo проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября. Мероприятие организуется по инициативе правительства Китая с 2018 года. В этом году примут участие 3000 офлайн-экспонентов из 127 стран и регионов. В Перу обнаружили тысячелетнее захоронение элитного представителя сиканского общества. Какие именно предметы были найдены, узнаете в следующем сюжете. Группа реставраторов из Национального музея Сиканы в Перу представила погребальный набор возрастом более 1000 лет, а также пектораль – нагрудное украшение. Комплект принадлежит элитному представителю сиканской или ламбаекской культуры, существовавшей до инков. Реставраторы работают над очищением головного убора и погребальной маски от слоя песка и грязи. Мы говорим о погребальном наборе, который был обнаружен археологами в 2008 году в рамках сиканского проекта под руководством доктора Исуми Шимада и меня. Это был комплект, где вы также можете увидеть как роскошные украшения для головы, так и погребальную маску на лице сидящего человека, а также украшенный нагрудник, который все еще находится в консервации. На головном уборе расположена маска, которая покрывала лицо человека, и последовательность бусинок, представляющих крестообразные узоры. Мы говорим о гробницах, содержащих множество предметов из драгоценных металлов или различных сплавов и соответствующих периоду между 900 и 1050 годами после Рождества Христова. Таким образом, мы можем сделать вывод, что мы говорим об очень богатом человеке, о чем свидетельствует его доступ к предметам роскоши. Чем экзотичнее предметы для сиканской культуры, тем богаче человек. Сиканская культура, которая иногда отождествляется с культурой ламбаеки, предшествовала инкам и населяла северное побережье современного Перу. Цивилизация существовала между
VIII и XIV веками нашей эры. Представители сиканской культуры владели передовыми навыками металлургии, умели обращаться с драгоценными металлами. Об этом свидетельствуют многочисленные находки на местах раскопок. Диснейленд в Шанхае возобновил работу после отрицательных тестов на COVID-19 у всех сотрудников. Их и посетителей заперли после обнаружения у одного из гостя положительного ПЦР-теста. Шанхайский Диснейленд, который является одним из наиболее популярных тематических парков Азии, возобновил свою работу в среду. Согласно сообщению пресс-службы парка развлечений, тесты на COVID-19 всех сотрудников и актеров Диснейленда пришли отрицательными спустя 48 часов после предположительного контакта с инфицированным посетителем. В связи с этим власти Шанхая разрешили парку возобновить мероприятие. Дисней уже опубликовал объявление, что все гости и сотрудники прошли тестирование. В течение 48 часов все тесты пришли отрицательными. Но, несмотря на облегчение, людей здесь мало. В воскресенье вечером около 33 тысяч гостей и сотрудников Диснейленда были задержаны внутри тематического парка до тех пор, пока не прошли тестирование на коронавирус. По словам пресс-секретаря компании Walt Disney, совладельца парка в Шанхае, данная мера была обусловлена соблюдением санитарных протоколов Китая. Тестирование всех посетителей объявили после того, как у одного из гостей парка подтвердили заболевание. Дисней точно безопасен. Если парк возобновляет работу, то существует стопроцентная уверенность, что проблемы больше нет. Кроме того, в пресс-службе парка развлечений заявили, что все гости, посетившие Диснейленд в выходные, должны добровольно уйти на самоизоляцию на 2 недели, а также несколько раз пройти повторное тестирование на COVID-19. По данным китайских СМИ, в выходные парк посетили около 100 тысяч человек. Вернемся к новостям нашей страны. Со следующего года россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в области искусств. Порядок приема, перечень вузов и специальностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Так, получить бесплатно еще одно высшее образование можно будет в 10 ведущих профильных вузах. По таким специальностям, как режиссура театра, кино и телевидение, литературное творчество, художественное руководство, оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств. Отбор будет проходить на конкурсной основе. Абитуриентам не придется сдавать ЕГЭ. Вместо этого они должны будут пройти творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. Следует отметить, что решение о втором бесплатном высшем образовании не скажется на поступающих в вузы впервые, так как количество бюджетных мест по творческим специальностям ранее было увеличено. В Якутске начинается строительство парка будущих поколений. Он будет располагаться на пустыре в периметре улиц Аюнского, Петровского, Белинского и Каландрашвили. Проект инициировал Целевой фонд будущих поколений в 2018 году. Идею поддержал глава республики. Ввод объекта планируется к 2025 году. Проект будет полностью финансироваться за счет компании «Алроса». Общая сумма оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Замок, достойный короля. Архитектор построил дом в средневековом стиле под Волгоградом. Подробности в сюжете далее. В похожем на рыцарский замок доме архитектора и скульптора Николая Пахомова вымышленные персонажи соседствуют с историческими личностями, а в оформлении территории и комнат библейские сюжеты сменяются героями мифов Средиземноморья. О необычном строении в городе Фролово под Волгоградом и истории его создания рассказал его хозяин. Ну, дом из камня, он уже автоматически, получается, переходит сам в замок. Ну, вот как-то поэтому, наверное, получилось. Вот. Ну и, соответственно, пришлось сделать тогда и шпиль, раз он каменный, да еще и замок. И, соответственно, как там замки должны были обустраиваться, вот мы с этими технологиями его стали обустраивать. Любитель истории украсил свое жилище скульптурами греческих богов и репродукциями картин эпохи Возрождения, дополнив декор витражами, а также стилизованными под старину предметами быта. По словам Пахомова, многие предметы были сделаны им самим или членами его семьи. Так же, как в замке, мы взяли средневековый период, там ранее, там среднее средневековье, там
когда христианство, оно влияло на умы людей настолько сильно, что и везде любая художественная, она так или иначе была связана с библейскими сюжетами. Вот там целиком изображен как бы Новый Завет. Вот. Рисунки взяты Гюстав Доре, это великий художник. Необычный, будто бы пришедший из далекого прошлого дом семьи Пахомовых стал своего рода достопримечательностью, и местные жители при упоминании особняка сразу понимают, о чем идет речь. О датах и событиях этого дня в нашей ежедневной рубрике. На календаре 8 ноября, понедельник. Сегодня отмечается Международный день пианиста, Международный день КВН, Международный день радиологии и День рентгенолога. В России сегодня День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России. Православная церковь отмечает память святого Дмитрия Солунского. Обращали внимание на приметы. Если этот день был холодным и снежным, то и весну ждали такую же. Багряная заря в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов. 501 год назад в этот день произошло событие, вошедшее в историю как Стокгольмская кровавая баня. Массовая и жестокая расправа, состоявшаяся в 1520 году в Стокгольме по приказу датского короля Кристиана II. В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи. Всепроникающие лучи во всем мире теперь называют Х-лучами, а в России – рентгеновыми или рентгеновскими. В 1943 году в этот день в СССР был учрежден военный орден Победы и орден Славы 3 степеней. В этот день родились Вера Комиссаржевская, русская актриса, Алексей I, патриарх Московский и всея Руси, в миру Сергей Владимирович Симанский, Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа-бестселлера «Унесенные ветром». Дмитрий Язов, советский военачальник, политик, маршал Советского Союза. Олег Борисов, советский актер театра и кино, народный артист СССР. Ален Делон, французский актер театра и кино, режиссер, продюсер, сценарист. Олег Меньшиков, советский российский актер, режиссер, педагог, народный артист России. Именины сегодня отмечают Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий и Марк. Профессиональный праздник отмечают все пианисты мира. Этот день не имеет никакого официального статуса, но тем не менее набирает все большую популярность среди тех, кто владеет искусством игры на фортепиано. Как в Якутии развита игра и мастерство владением этим музыкальным инструментом, расскажет моя коллега Мадина Халикова. Она сейчас выходит на прямую связь со студией. Мадина, добрый день, ждем подробностей. Здравствуйте, Кристина. Мы сейчас находимся в детской школе искусств города Якутска. И сейчас здесь, конечно, уже прозвучали произведения многих известных классиков. И такие фамилии, как Рахманинов, Шопен, Денис Мацуев, наш современник и виртуоз. Здесь звучат, конечно, постоянно, потому что дети здесь учатся искусству владения игры на фортепиано. И сейчас о Дне пианиста мы поговорим с директором детской школы искусств Сергеем Иннокентьевичем Лебедевым. Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что для вас, собственно, значит День пианиста? Да, действительно, вот сегодня у нас очень такой знаменательный день. Да, мы сегодня пребываем в абсолютно очень таком приподнятом настроении, потому что весь мир, да, вот во всемирно сегодня мы отмечаем День пианиста. Ну, что это значит День пианиста? Это значит, конечно, во всех странах в мире, да, во всех учебных заведениях, во всех творческих организациях проводятся многочисленные концерты и, собственно, вот встречи с великими пианистами. И, знаете, удивительным образом вот этот День пианиста в этом году для нас, якутян, совпал с юбилеем нашей якутской профессиональной пианистки, заслуженной артистки России, профессора Юноны Михайловны Пхоловой. И, пользуясь случаем, я от имени всех якутян, от имени всех якутских пианистов поздравляю Юнону Михайловну с этим ее юбилеем. И опять же с Днем пианиста, поскольку она наш наставник, человек, который
имя ее известно Не только в республике, в Якутии, но далеко за ее пределами. Юнона Михайловна, долгих вам лет жизни и творческих успехов. Сергей Иннокентьевич, ну а как все-таки ковид и вся эта пандемия сказалась на том, как вы сегодня отмечаете День пианиста? Да, конечно, к сожалению, мы сегодня первый день, вот у нас после карантина долго вышли дети на учебу. Потом, конечно, в этом году мы не празднуем. Вот так просто с детьми мы проводим беседы сегодня, да, чтобы они знали, конечно, важность существования этого праздника. Все-таки мы надеемся, что среди них есть и профессиональные пианисты, да, которые вырастут впоследствии. Поэтому, ну, к сожалению, вот в этом году мы вот в связи с ограничениями не отпраздновали. Но опять же мы спланировали уже на следующий День пианиста, да, уже в 2022 году, если все благополучно будет складываться, отметим мы это фортепианным фестивалем. Это прекрасно. Прекрасно, да, вот у нас такие высокие цели. Я желаю вам в них только успехов. Ну а о том, как организован учебный процесс и, собственно, сколько детей учатся здесь, в этой детской школе искусств, мы поговорим с заведующим отделением фортепиано Екатериной Сергучевой. Екатерина Акимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с Днем Спасибо пианиста. большое. Расскажите, пожалуйста, как у вас здесь организована работа и сколько детей обучается? И, собственно, в чем искусство игры на пианино? Ну, в нашей школе, детской школе искусств номер 2, на фортепианном отделении обучается 93 учащихся. Это отделение, оно, как правило, всегда пользуется огромным интересом, заинтересованности и родителей, и детей, чтобы поступить именно на инструмент фортепиано. Вот если даже взять нынешний набор, да, из 763 учащихся, подавляющее большинство желали поступить именно на фортепиано. Вот. У нас на отделении работают 11 преподавателей, все с опытом, с багажом своим каких-то знаний, умений, и которые мы стараемся передать своим ученикам. Я знаю, что вы сами выпускница этой школы. Да, я училась в этой школе, закончила эту музыкальную школу. И, конечно, когда по окончании музыкального училища, вот куда идти мне работать, мои ноги сами понесли вот в нашу свою родную школу. И я с радостью и с любовью работаю в этой школе. Это очень... Почти 30 лет уже. Это очень здорово. Ну и, конечно же, есть преемственность поколений и целые династии людей, которые играют на фортепиано. И сейчас мы поговорим с воспитанницей детской школы искусств. Привет! Расскажи, как тебя зовут и почему ты здесь учишься? Меня зовут Егор Рубе, учусь во 2 классе. Я очень люблю музыку и играть на фортепиано. Моя семья тесно связана с музыкой. Бабушка и дедушка Алексей и Екатерина Егоровы – народные артисты Республики Саха-Якутия. Вот как вы можете заметить, в Якутии очень много людей, тесно связанных с этим искусством. Ну и, конечно же, на этом пока у меня все. Я сама хочу попробовать сыграть на фортепиано. И надеюсь, мне это получится. Я передаю вам слово, Кристина. Спасибо за включение. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Мадина Халикова. Российские пловцы выиграли медальный зачет чемпионата Европы. На счету сборной 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Команда России завоевала больше всех золотых медалей на 3-м подряд европейском первенстве. 2-е место в медальном зачете заняла команда Нидерландов, 3-я сборная Италии. 3 золотые награды в Казани выиграл олимпийский призер Токио Климент Колесников в заплывах 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров на спине. Всего же на его счету 13 золотых наград чемпионатов Европы. Анастасия Кирпичникова победила на дистанциях 400 метров, 800 метров и 1500 метров вольным стилем. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане сегодня минус 8 градусов днем, вечером снег, а ночью похолодает до минус 9. Ветер от 6 до 14 метров в секунду. В Нерингре минус 11 градусов, к вечеру столбики термометра опустятся до минус 15. Ветер с порывами до 7 метров в секунду.
Отправимся на запад. В Ленске сегодня снежно, -2, ночью -1, ветер с порывами до 13 метров в секунду. В алмазной столице снегопад в течение всего дня, в Мирном -4 градуса, ночью -2. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. И в столице республики все еще тепло, -9 градусов днем, ночью снегопад -8, ветер до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.